Дорогие односельчане и уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в этом уютном и теплом зале Дома культуры. Для вас концерт художественной самодеятельности учащихся Топчинской средней школы в рамках муниципального этапа окружного фестиваля детского творчества «Аюм Балиге Аганитухта», посвященный году педагога и наставника, год проводников будущего, год людей, чья миссия формирует личность, его духовность, опыт и знания. Этот факт подчеркивает особый статус профессии, миссии, избравших дело своей жизни, воспитания и образования подрастающего поколения. Позвольте мне представить вам наше уважаемое жюри муниципального конкурса художественной самодеятельности среди школьников «Аюм Балиге Аганитухта». Жамбалова Мадыкма Бальжанимаевна, заместитель главы, председатель комитета по социальной администрации муниципального района Рыбинский район, председатель жюри. Мункуева Марина Мандрачаевна, начальник отдела образования и молодежной политики комитета по социальной администрации муниципального района Рыбинский район, заместитель председателя жюри. Dabаева Дансилма Дастатаковна, директор Культургинского муниципального культурного центра Республичной работы культуры Забайкальского края, член жюри. Хадажапова Оксана Дангиновна, директор Культургинской детской школы Республичной работы культуры Забайкальского края. Базаргуруева Бальжима Базаргуруевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Базаргуруева Долгорима Мункуевна, заслуженный работник культуры Забайкальского края. Курлева Татьяна Алексеевна, заведующая Красноярским сельским хозяйством. Добрый день, дорогие друзья! Амырсай, кундутунухот! Вас приветствует творческий коллектив Топчинской средней общеобразовательной школы. Сегодня нас объединил фестиваль «Аюм Балиге Аганитухта», посвященный году педагога и наставника. Аганитухта, турул томтудо, кундуту бакшынырта, концерт надрия, зарел напти. Профессии прекрасней нет на свете. Источник знаний вы несете детям. И наш учитель, наш кумир, с которым познаем мы мир. Учитель, пусть тебя стократ восславят, возблагодарят и вознесут на трон из песен, чтоб с каждым поколением впредь тебе волшебно молодеть в труде, который так чудесен. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет
снова зовет нас время на урок. И потому важнее иного для нашей жизни педагог. Наставники учений многих, искусств, ремесел и наук, пусть вас благословляют боги на мудрость разума и рук. В день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует день педагога, праздник мудрости, знаний, труда. День учителя, слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам. Всем, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям. Горечь первой досадной ошибки, сладость первых нелегких побед. Пусть же все отразится в улыбке, излучающей мудрость и свет. Вы душою всегда молодые, труды радости с нами деля. Наши строки, наши родные, терпеливые учителя. Годы жизни вы посвящаете той семье, что в школе дана, и своими детьми называете, наполняя любовью сердца. Быть наставником — это призвание, служить людям — ваша стезя. Не забудем мы ваши послания, сквозь года с собой принеся. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра не погаснет той веры свеча. Без учителя нет космонавта, инженера, поэта, врача. Жизнь велит вам учить, нам учиться. Опыт ваш — это мудрость тепла. Все, что в жизни, все, что взяли от вас, пригодится, и весомее станет 100 крат. Педагог, какое прекрасное слово! Оно в нашей жизни и свет, и основа. Сияет для нас путеводной звездой, и в мир новых знаний ведет за собой. Педагог, какое высокое слово! Его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг, он ключ, открывающий кладезь наук. Можно в жизни всему научиться, воплотить много новых идей, но учителям нужно родиться, чтобы жить на земле для детей. Свету, чуткости, правде учитель, наши души и наши умы. Все, что в жизни вы нам зададите, постараемся выполнить мы. Love.
하고서 눈에 후주 머리쓰다가 눈을 젖지 않게 Учитель должен быть как солнце, теплом и лаской зажигать. Нужно свет свой задорный, бери, что самого сияет. Thank you.
мирком огромным много разных профессий есть, но одна из них вечная, скромная. Быть учителем – это честь. Что ждет впереди, неизвестно. И нам. А Петрухин-то, а Виктор-то наш совсем плохой стал. Перемена, а он в учебнике читает. Звание отличника обязывает. Вот бы мне мозги Редькина. Я бы в школе учиться не стал. Сразу в космонавты подался. А зачем учиться? Знания тоже от природы дать. Петрухин. В каждом человеке с рождения заложены определенные способности. Чтобы их развивать надо, работать, а не баклуши пить. Ты сам-то можешь вспомнить, когда в последний раз домашнее задание делал? Вот еще. На такую ерунду время свое тратить. У меня есть поинтереснее дела. Какие такие дела? Какие не надо. А ты слыхала? Что? А то, что вчера на базаре любопытный Варваре нос оторвал. А я вчера фильм допоздна смотрела, а про русский забыла. Что сейчас будет? Ой, а мы с Ласточкиной в гости друг к другу ходили. Не до уроков было. Как это? А так, сначала ко мне пошли чай, попили, музыку послушали, потом к Лариске видик смотреть и новую кассету купили. И тут я вспомнила, что Лариска еще не видела мою новую юбку. Мне мама позавчера купила, и мы опять пошли ко мне. А потом Лариска вспомнила о своем новом свитере. Ой, так до ночи самой не ходили. Я тоже русский не делал. Мне такую интересную игру принесли. Всего на один день. Прежде в час ночи еле от компьютера оттащили. Чуть люки не оторвали. А при чем тут компьютерная игра и уши? А при том, что за них-то меня и оттаскивали. Вон. Заигрался. Мало того, что чуть ушей не лишился, так сейчас и по русскому блоку спокойно. Да ну тебя, на как еще? Ой, девочки, что сейчас будет? Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Сегодняшней темой нашего занятия будет печатный оборот. Кстати, вы все сделали домашнее задание? Да. Ну хорошо. Надеюсь, вы справились с ним. Тогда к доске пойдет у нас. Может, кто-то сам желает? Нет, Редька. Ты знаешь тему на отлично. Вчера только отвечал. Я вот Петрухину хочу послушать. Давненько что-то у нас в доске не было. Ну что, голубчик, готов к уроку? Марья Петровна, вы мне прямо обижаете. Да. Ай, Марья Петровна, Петрухин хулиганит, он за вот меня дергает. Среди своих детям предложение. Папу разбудил мурлыкающий кот. Ну что, скажи мне, есть ли здесь причастный оборот? Вот. Подумай хорошенько, что к чему. Марья Петровна, я чего-то не пойму. Эх, Петрухин, сколько можно в жизни чая, тройки, двойки получать? Задиярой быть, задирой и девчонок обижать. Что с тобой происходит, я тебя не узнаю. Это возраст переходный, я вам точно говорю. Я в душе хороший парень, очень вообще-то неплохой. Только вот характер жуткий. Трудно справиться со мной. Это точно.
Я различному воспитанию. Ох, как трудно поддаюсь. Детство от независимости. Яростно стремлюсь. Да что ты? Ага, не люблю нотации разных нравоучений и бесед. Лучше этого не надо. Натворить могу совет. Вот это заливали. Тихо, дети. Да, Володя, видно, трудно живет тебе с таким характером. Чтобы характер мой понять, запастись терпением, лаской, лекций строго избегать. Я ведь сам все понимаю, надо жизнь свою менять. Но заставить себя трудно, дисциплину уважать. Марья Петровна, а чё? Петрухин правда говорит, все наши проблемы из-за этого самого переходного возраста. Да, переходный возраст сложный. Сколько с ним проблем, хлопот, подождать немного нужно. Все само собой пройдет. Ребята, может быть, вы правы. Взрослые за вас слышите и не всегда не правы. Ага, понимаешь, за всякой ерунды. Целый класс с характером, это просто жуть. А еще вы говорили, он могучий, он велик. Да, Петрухин, верно говоришь. Ты, Володя, садись. Постарайся к следующему уроку, хорошо? Ладно, Марья Петровна, постараюсь. Марья Петровна, ты чего-то бледная? Да, вот такая. Да вот голова немножко разболела. Не волнуйтесь, Марья Петровна, и не тратьте мне нельзя. Все проблемы и печали, фу, какая ерунда. Вам бы шейдингом заняться, разломуха, высший класс. Нервы станут как канаты, помолодеешь за раз. Не дура. Петрухин, что за выражение на уроке русского языка? Так я по-русски и выразился. Хотел говорить, а потом думать. Марья Петровна, я вам на полном серьезе говорю. Подергайся под муху. Совсем другой человек. Мы с Лариской сейчас вам продемонстрируем. Лариска, врубай музыку. Дети, ну как так можно? Ведь у нас идет урок. Марья Петровна, ну можно еще минутку? Устали сидеть, сил нет. Марья Петровна, вы не правы. Слушайте, звонок. Дети, вы записали домашнее задание. До свидания, Марья Петровна. Марья Петровна, а вы Редькину продиктуйте, а вы Спасибо, Марья Петровна, за передачу. Переходный возраст сложный, сколько с ним проблем, хлопот. Подождать немного нужно, все само собой пройдет. Учитель больше, чем учитель. Он просветитель и мыслитель. Носитель знаний и идей. И друг, защитник для детей. Он их ошибки им простит. Он не лукавит, не хитрит. Он свою миссию несет. Душой открытую живет и смело движется вперед. Залур барик одридакшо бакшината, бухи хени хусот, бухин замде вахте болдыгы бежуреге, уряд ахде хадарланы амсаланы. Шылдыгы залуда
педагог, педагог по призванию, подобен фонарщику, который зажигает звездочки на далекой планете. Пятая планета оказалась меньше всех, на ней только помещалось, что фонарь, да фонарщик. Я никак не мог понять, для чего он такой крохотный, потерявшийся в небе планетки. Здесь нет ни домов, ни жителей. Нужны фонарь и фонарщик. Но я подумал, может быть, человек и не лев, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. Когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И поравнявшись с этой планетой, я почтительно поклонился фонарщику. Добрый день. А почему ты сейчас погасил свой фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. И он снова зажег фонарь. Зачем же ты опять его зажег? Такой уговор, повторил фонарщик. Не понимаю. И понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. И погасил фонарь. Потом красноплечным платком утер пот со лба и сказал: часть, что у меня ремесло, когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? Уговор не менялся. В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежним. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот за 1 минуту. И у меня нет ни секунды отдыха. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю. Вот забавно. Наш день длится всего 1 минуту. Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да. 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. И он снова зажег фонарь. Зачем? Я смотрел на фонарщика. Мне все больше нравился человек, который был так верен своему слову. И я вспомнил, как я однажды перескакивал с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. И мне захотелось помочь другу. Послушай, я знаю средства. Ты можешь отдыхать когда только захочешь. Мне все время хочется отдыхать, ведь можно быть верным своему слову, но все-таки ленивым. Твоя планетка такая крохотная, продолжал я. Ты можешь обойти ее за 1 минуту. Ты можешь обойти ее 3 шага. И нужно просто идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда хочется отдохнуть, ты просто все иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. Ну, от этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю спать. Как-то тяжко твое дело. Тяжко мое дело, подтвердил фонарщик. Вот человек, сказал себе я, продолжая путь. Вот человек, которого стали все презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. Но между тем, из всех них он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе. Вот бы с кем-то подружиться. Но моя планетка такая крохотная, на ней нет места для двоих. Я не смел себе признаться в том, что жалею об этой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз. Нет в мире профессии более мирной, чем профессия педагога. Но в минуты опасности они первыми становятся на защиту своей родины, любимых детей и учеников. Вы
он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Если воин встретится, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Учителя, есть вам чем гордиться. Это ваши ученики превратили нашу страну в великую, непобедимую державу. Это ваши ученики спасли человечество от ужасов фашизма. Это ваши ученики сегодня стоят на защите нашей Родины. Похоронена на дне тишины. Поют для вас
тишина. Над Малаховым курганом сны, будто не было войны, но война похоронена на дне тишины. Мирное небо под яркой звездой приносит нам счастье и радостью греет. Пусть каждый день к открытиям ведет наш мудрый и добрый учитель. Учитель, какое прекрасное слово! Его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг, он ключ, открывающий кладезь наук. Наставник, педагог, учитель, как и чем измерить ваш нелегкий, добрый труд? Нет на земле подобной шире, в морях подобной глубины. За все, что лучшее есть в мире, благодарить мы вас должны. За жизнь, любовь, красоту, защиту, терпение, щедрость, поддержку, заботу, прощение, честность, справедливость, преданность, верность, исполнение желаний, открытие, дружбу, доверие, честь и слава педагогам! Что ж вы молчите? Искренне блеснули глаза. Вы мир нам открыли, нигде мы не жили, а что всегда будет в наших сердцах? А что всегда будет в наших сердцах? Наш концерт окончен. Тахин Гулдутра!